Как развивать бизнес, увеличивать число клиентов и привлекать финансы, не нарушая нормы ислама. Об этом говорили в Грозном в ходе форума под названием «Альтернатива». Опытные спикеры поделились своими навыками успешного ведения и продвижения бизнеса. Организована встреча при поддержке Центра развития предпринимательства «Единство». Слушателями стали действующие и начинающие предприниматели, а также студенты вузов Чеченской Республики. За годы своей работы в бизнесе осознал, что на самом деле очень много всего в бизнесе идет из религии. И когда ты находишь подтверждение, ты понимаешь в основе своей, зачем это так. Поэтому я считаю, это невозможно вообще без этого. По мне так, то все должно идти оттуда. То есть с призмы ислама, в том числе и в бизнесе. Примеры ведения бизнеса по нормам шариата показаны в жизни сподвижников пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, отметили спикеры. Это помогает не только увеличить прибыль дозволенным путем, но и улучшает этическую сторону и повышает доверие со стороны клиентов. Исламский бизнес или исламские финансы или исламскую коммерцию, ее так и называют этические финансы или этический бизнес, потому что мусульманин, он не ограничивается только запретами или строго обязательными, он еще переходит и на такую ступень, скажем так, как ихсан, что для него, конечно, очень важно. Ихсан – это именно есть и этика. Когда он придерживается принципов справедливости, придерживается принципа честности, верности, надежности и так далее. Все это относится именно к этическим основам. И этическая составляющая в исламе, можно считать ее третью ислама даже.